Перед началом церемонии награждения члены казачьего войска Абхазии и гости возложили цветы к монументу славы, почти в память погибших защитников Отечества. Казачество в Абхазии существовало и до войны, но какое-то время по разным причинам не функционировало. Казаки оказали большую помощь абхазскому народу во время боевых действий. Были созданы казачьи подразделения. Также много добровольцев прибыло из Кубани и Дона. 8 лет назад они решили создать казачье войско. Так и начали формироваться казачьи общества в нашей стране. В этот день, 8 лет назад был создан Союз казаков Абхазии, казаков-ветеранов боевых действий, для объединения казаков. К сожалению, это не произошло, и мы пошли дальше. На сегодняшний день, у нас очень много ветеранов боевых действий. Люди, которые прошли нашу войну, прошли Приднестровье, здесь люди, которые прошли Южную Осетию, сегодня воюют на Донбассе и так далее. Общая численность личного состава казачьего войска по всей республике порядка 700 человек. Среди них представители многих национальностей. И всех их объединяет любовь к Отечеству, верность традициям казачества. Отличившихся в боевых действиях наградили георгиевскими звездами без степени. Личный состав Черноморского казачьего войска Абхазии, общественная организация Союза казаков и ветеранов боевых действий в этот день поздравляют друг друга. Казак – это не просто ношение формы, это образ жизни, говорят они. Я где-то года 3 уже в этой организации, потому что поехал на Донбасс воевать. Вот поздравляю всех казаков Абхазии с годовщиной, с днем создания нашей организации. Основными задачами организации является воспитание в молодежи патриотического духа и помощь нуждающимся, в особенности инвалидам войны. И подписан договор о сотрудничестве с Российским региональным союзом ветеранов Афганистана, тому подтверждение. Сима Аргун, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.